давние-давние времена на земле царили холод и тьма. Огонь помог людям освободиться от их власти. Огонь пронзил тьму 1000 клинков, изранил ее черное тело. Огонь позволил заковать себя в железо. Огонь разогнал по жилам городов горячую кровь. Тьма и холод отступили, а люди, празднуя победу, беспечно принялись украшать свои жилища сверкающими россыпями огней. Но тьма и холод не побеждены. Они затаились и ждут, когда огонь устанет и покинет неблагодарных людей. Шаман появляется из густого дыма слабеющего огня. С махом руки он призывает свою помощницу. Она является жертвенными дарами для пламени. Шаман развеивает по сторонам света тяжелые седые пряди дыма. Колдун хочет облегчить дыхание пламени, вернуть огню юность и силу. Пусть огонь не оставит людей. Пусть поможет им в их делах. Пусть даст победу над тьмой и холодом. Пусть призовет на помощь людям духов неба и земли. Шаман кормит огонь молоком и хлебом. Раздувает пламя. Женщина поет огню. Пусть огонь будет сильным, таким сильным, что расплавит металл. Повинуясь взмаху шамана, над горами Южной Якутии поднимается великое солнце. Огненный шар повисает над сердцем холодного царства. Люди построили здесь город Нерюнгри. Этот город чудо. Его не должно быть, но он есть. Наверное, в городе живут волшебники. Их дети смеются и играют, словно не чувствуют страшного дыхания вечной зимы. А дыхание это такое сильное, что сгущает воздух, делает его непрозрачным для теплых лучей солнца. Холод заковывает даже стремительно бегущую воду в ледяной панцирь, но волшебный огонь растапливает лед, и веселая детвора продолжает гонять круглый, как солнце, мяч под высокими сводами зала. Это должно быть обман. Но нет. Вот он, город Нерюнгри, его мощеные улицы, дома. Храм за ажурные ограды. По улицам ходят обычные люди, ездят обычные машины, словно не замечая холода. А холод ледяными пальцами выдавливает жизнь, заставляет ее сжиматься и трепетать внутри. Горячее дыхание и людей, и машин клубится, сливается и повисает в мертвом воздухе. Но словно насмехаясь над холодом, дети продолжают свою игру. Где скрывается тайна волшебного города? Там, где светит черное солнце. Высится Вавилонская гора.
дымится каменная кроша над кругами ада, уходящими в недра Земли или другой планеты. Здесь обитает чудовище, которое перевозит на себе сотни тысяч килограммов камней, а сами столь огромны, что напоминают трехэтажные дома. Когда махина прокатывается близко, заслоняет солнце, и на мгновение наступает ночь. Таких гигантских колесниц в стране Черного Солнца великое множество. Но даже эти громадины кажутся карликами рядом с другими обитателями волшебной страны. На террасах Вавилонской горы и в глубинах преисподней живут драконы. Стальными зубами они вгрызаются в скалы, зачерпывают за раз столько крошенного камня, сколько хватило бы для постройки замка. Железные клыки впиваются в каменное тело горы. Тяжело разгибается драконья шея. И вот уже с грохотом камни падают на дно колесницы. Гора обороняется. В любой момент она готова обрушиться камнепадом и похоронить под собой дерзких стальных гигантов. Раз за разом дракон вырывает дымящиеся куски породы из грозно нависшей горы. И вот, держа огромную тяжесть на плечах, отправляется в неблизкий путь колесница, а дракон уже раздирает гору, чтобы наполнить камнем кузов другой. По широким и гладким каменным дорогам, дыша дымом и паром, грузно летит гигантская колесница. Опасно появляться на ее пути. Сейчас она весит 400 тысяч килограммов. Такой таран легко пробьет любую стену. Колесница спешит освободиться от груза, чтобы вновь вернуться к дракону. Драконы и громадные колесницы – главные обитатели адской пропасти и горы. Они титаны, воплощение духа земли. Титаны разрушают гору. Они должны перенести ее на другое место. Непосильная работа не прекращается ни на минуту, ни днем, ни ночью. Для чего это нужно титанам? Для того, чтобы показать свою силу, вступить в гордый спор с богами, сотворившими миллионы лет назад эти горы. Под холодной горой спрятано сокровище – черный каменный уголь. Это пища для огня, его сила в борьбе с холодом и тьмой. Угля под горой несметное множество. Долгие годы он сможет поддерживать жар в плавильных и кузнечных печах, горячее дыхание тысяч механизмов, тепло в домах миллионов людей. Вот за что ведут битву духи земли. Но гора не сдается. Холод и тьма помогают ей. Тьма заползает в глубины пропасти, вырытых титанами. Удлиняет и сгущает тени. Борется с солнцем.
укорачивая день. А ночью, когда тьма беспросветна, еще большие опасности подстерегают титанов. Холод делает сталь хрупкой. Железные челюсти драконов трескаются. Зубы быстро стираются о скалы. Каменная крошево и пыль проникает в механические внутренности колесниц и драконов, разлагают их. Бой между горой и титанами продлился бы недолго. Хорошо, что страна Черного Солнца лежит не за 3-9 земель, а совсем близко от города Нерюнгри. А в нем живут не простые люди, а волшебники и чародеи. Это они повелевают титанами и лечат их раны, нанесенные им холодом и тьмой. Лечат огнем, расплавленным металлом. Из металла отливают взамен испорченных новые части механизмов. Металлом заваривают трещины в челюсти драконов. Много разнообразных занятий у лекарей. Эта работа, как и битва с горой, не прекращается никогда. Но велика власть холода и тьмы в своей вотчине. Трудно приходится людям и духам земли подвластным доброму волшебству огня. Мало для них отдыха, много трудов, им нужна новая сила. Чтобы получить ее, шаман призывает на помощь титанам духов неба. Огромная стальная птица несет в горы Южной Якутии железного дракона. По величине и силе он превосходит своих собратьев, которые бьются с холодом и тьмой в стране Черного Солнца. 100 тысяч килограммов на высоте 9 тысяч метров со скоростью 700 километров в час. Такое под силу только веселому и могучему волшебству огня, заключенному в хрупком и мощном теле стальной птицы.
Если дракон раньше времени вырвется из цепей, которыми скован в утробе птицы, то погубит и себя, и ее. Далекий путь, через полземли, изо дня в день и снова в ночь. Вот птица появляется на дне Эрингли. Она кажется невесомой, нарисованной углем на синем небе. Вырастая на глазах, птица касается земли. Тяжко земле это прикосновение. Стальная птица разрывает грудью морозный воздух. Она смиряет себя, замедляет бег. При виде ее разбегаются в стороны машины. Огромные краны и грузовики, тяжело дыша, теснятся, уступая место летающему гиганту. Под раскрытыми крыльями черные вихри взрывают землю. Каждый такой вихрь способен с легкостью вырвать дерево, поднять и втянуть в себя человека. Завороженно смотрит собратья на птицу. Спахивая ледяную кору земли, она проскальзывает мимо. Солнце ласкает лучами свою любимицу. Голубое небо впитывает в себя ее тело. Птица кажется невесомой, будто растворенной в свете. Но вот навстречу выходит человек. И сразу становится понятно, какова она, стальная птица, воплощение небесного духа. Она тяжела и громадна. Чтобы пройти от кончика носа до кончика хвоста, взрослому человеку понадобится сделать больше 100 шагов. А в тени от крыльев птицы может спрятаться целое войско. Птицу стреножит. Она смиренно подчиняется людям. По их воле птица превращается в гигантскую пещеру. Дух неба изменяет ход времени. Внутри птицы движения людей делаются мелкими, суетливыми. Превращение оканчивается. Холод врывается внутрь птицы. Тьма окружает ее. Враги хотят помешать людям, не дать им заручиться помощью гигантского дракона, притаившегося в пещере. Скованный цепями дракон не спешит покидать убежище. Он пока слаб, не может сам сопротивляться врагам. С утра и до поздней ночи будет продолжаться битва с холодом и тьмой. Солнце старается помочь. Оно разогнало тучи, светит людям ярко.
власть холода велика. Солнце может согреть лишь сердца людей. Воздух остается стылым. Холод под высоким небом делается только злее. Тьма торопится прогнать солнце с небосвода. Холод и тьма надеются, что вместе смогут победить людей. Но они не теряют времени. Одна за другой покидают пещеру части большого дракона. Холод сгущает дым, выбеливает железо. Машины и люди выбиваются из сил. Наконец, из утробы птицы извлечена огромная драконья голова. Ее вид ужасает врагов. Тьма спешит на помощь холоду. Солнце на прощание дотрагивается живым лучом до зубастой головы чудовища. Опустела пещера. Враги побеждены. Стальная птица прощается с драконом. Скоро люди соединят воедино части его тела, оживят дракона силой огня. Титан выйдет на бой с врагами. Тогда уж им придется туго. Тьма и холод в бессильной злобе нападают на людей и небесного титана. Но белые мечи огня рассекают тьму, не дают ей подступиться к воплощениям земных и небесных духов. Пришла пора птице возвращать себе прежний облик. Побежденная тьма отползает за горизонт. Усталая стальная птица готовится к полету. Рассвет касается небесного титана золотыми пальцами. Прикосновение великого солнца возвращает силу титану.
едва поднявшись над горизонтом солнца, находит взглядом птицу. Снова закручиваются черные вихри под крыльями. Стальная птица движется к тому месту, откуда начнет разбег. Ушла тьма, но остался холод. Он надеется отомстить духам неба за то, что они помогли земным братьям. Холод сгущает воздух, превращает в морозное марево. Гуще тумана — порождение тьмы. Враг хочет ослепить птицу. Отважный небесный титан врезается в рыжее облако. Огонь вспыхивает под крыльями птицы. Его лучи разгоняют марево. Птица разбегается, загоняя под себя плотный густой ветер. Он поднимает ее, и птица взмывает в небо. Шаман завершает обряд. Огонь выполнил просьбу колдуна, помог людям и их подданным, разрушающим гору. Теперь духи земли стали сильнее. А шаману и его помощнице пора в путь.